который посвящен 150-летию великого композитора, пианиста и философа Александра Николаевича Скрябина. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Открывает программу одно из самых исполняемых в мире произведений – концерт для фортепиано с оркестром номер 1 Петра Ильича Чайковского. Петр Ильич Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром номер 1 си бемоль минор, опус 23, в 3 частях. Дамы и господа, для более глубокого прочтения художественных образов просим вас не аплодировать между частями концерта. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Солист, лауреат международных конкурсов, обладатель гран-при и премии князя Ренье III, одного из самых престижных международных конкурсов Монте-Карло Пиано Мастерс в Монако, который проводится под патронажем принца Монако Альбера II, Николай Кузнецов, Москва. Дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков.
Дамы и господа, закончилось первое отделение программы «Антракт».
подальше от крюков, он любит.
Уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наш концертный вечер и наш 4-й уже по счету зимний фестиваль. Как мы уже говорили, он посвящен 150-летию со дня рождения великого композитора Александра Скрябина. Но помимо скрябинской музыки, которая является золотой нитью каждого концерта, исполняются сочинения композиторов, так или иначе с ним связанных. И сегодняшний концерт, как мне кажется, самый уникальный в фестивале, потому что тонкая связь, которая присутствует между Чайковским и Рахманиновым, Чайковским и Скрябиным, и Скрябиным и Рахманиновым. Это нечто фантастическое, если попытаться разобраться и зайти в эту область философского, потому что все они связаны не в прямом смысле, не в музыкальном смысле, не в композиции, а именно в области своих идей. О связи Чайковского и Скрябина я расскажу, когда мы будем играть в конце нашего отделения поэму «Огня» Скрябина. Ну, а что касается связи Чайковского и Рахманинова, я думаю, многие об этом знают. Я напомню, что Чайковский принимал выпускной экзамен Рахманинова. Рахманинов получил 5 с плюсом, а Чайковский пририсовал еще 3 плюса. Таким образом, Рахманинов получил 5 с 4 плюсами. Затем Чайковский, будучи уже великим композитором тогда, в 1993 году, предложил Рахманинову, юноше, исполнять его, Рахманинова, оперу «Алеко» вместе с премьерой оперы «Иоланта», последней оперы Чайковского. Конечно, для Рахманинова это была великая честь. Рахманинов глубоко воспринял дух музыки Чайковского и написал, как известно, после смерти Чайковского, которая была для него шоком, знаменитое и гениальное элегическое трио. Что же касается связи Скрябина и Рахманинова, ну, они были одноклассниками. В юности они общались очень много, хотя к концу жизни их пути принципиально разошлись, каждый не принимал музыку другого, между ними существует невероятная связь, как и между многими гениальными художниками, я об этом сейчас скажу. Ну а в области чисто человеческой, после ранней смерти Скрябина, Рахманинов очень много исполнял его, Скрябина, фортепианной музыки. И несмотря на то, что скрябинистам, так называемым, исполнение Рахманинова совершенно не нравилось, они говорили ему, что это не Скрябин, у Рахманинова была слишком своя интерпретация. Но Рахманинов отвечал на это так, что не стоит забывать, что Александр Николаевич в первую очередь гениальный музыкант. Для Рахманинова Скрябин был важен не как философ, а именно как композитор. Что касается двух сочинений, которые сейчас будут исполнены, поэма «Огня» в конце Скрябина и «Остров мертвых» Рахманинова. Вот здесь, несмотря на глобальнейшую разницу произведений во всем, человек, услышавший их со стороны, скажет, ну как же они могут быть связаны? Здесь существует уникальная связь. Связь эта заключается в ощущении конца мира, в ощущении апокалипсиса. Если в поэме «Огня» апокалипсис происходит в прямом смысле, пожаром объята Вселенная, в огне сгорает старый мир и строится новый, то в музыке Рахманинова, в «Острове мертвых», да и вообще во всей его музыке, апокалипсис присутствует как глубочайшее покаяние, которое присутствует в каждой ноте Рахманинова. Глубокие слезы, своего рода молитва за весь мир.
Недаром мой профессор, выдающийся интерпретатор музыки Рахманинова Валерий Полянский, часто повторял фразу на уроках: «Музыка Рахманинова – это музыка человека, у которого комок крови вместо сердца». Кроме того, если говорить об острове мертвых, можно сказать, ну что уж тут такого апокалиптического? Ну да, картина, описывающая остров мертвых. Я об этом тоже позднее расскажу. Дело в том, что Рахманинов в своей музыке практически во всех сочинениях использует цитату средневекового хорала «День гнева, судный день, диез ире, диез ила». Это цитата из нескольких нот «диез ире, диез ила». Он использует ее в прямом смысле как цитату. Но сочинение «Остров мертвых», которое вы сейчас услышите, как и финал знаменитых симфонических танцев, целиком построено от начала до конца на вариациях на эту тему. Все, что мы слышим, является в той или иной теме переработанной музыкой «День гнева», «Диез ире». Рахманинов написал свой «Остров мертвых» в 1909 году в Дрездене. Тогда уже несколькими годами ранее была написана гениальная вторая симфония и гениальная, абсолютный шедевр первая фортепианная соната. И вот на таком подъеме он создает еще один очередной абсолютный шедевр, симфоническую поэму «Остров мертвых». Написал он ее под впечатлением от увиденной в Париже репродукции, черно-белой репродукции картины Бёклина «Остров мертвых». Эта картина изображает остров, окруженный морем, скалами со всех сторон. То есть здесь мы видим состояние вечного покоя. Вот что говорил Рахманинов о сочинении. В процессе сочинения мне очень помогают впечатления от только что прочитанного книги, стихотворения, от прекрасной картины. Иногда я пытаюсь выразить в звуках определенную идею или какую-нибудь историю, не указывая источник моего вдохновения. Это в целом он говорит о всех сочинениях. Дальше про «Остров мертвых». «Сочиняю я медленно, долго гуляю на лоне природы. Мои глаза охватывают отблески света на свежей от дождя листве, тихий шепот деревьев в лесу. Или я наблюдаю бледные оттенки неба на горизонте, и в душе возникают голоса, все сразу». Не так, что капля здесь, капля там, а все разом вырастает целое. «Остров мертвых» написан в апреле и мае. Когда он возник, как это началось, как я могу сказать? Он возник во мне. Я его принял как дорогого гостя и записал. Прежде чем я прочитаю еще одну цитату об «Острове мертвых», я скажу субъективное мнение, с ним можно спорить. Вот для меня «Остров мертвых» – это сочинение, которое на 100% и идеально лично для меня отражает душу Сергея Васильевича Рахманинова. Вот что писал один из критиков об этой поэме. «Проникнут музыкой и Бёклиновский остров мертвых, эти тихие заводи, эти загадочные стены скалы, к которым медленно подплывает ладья с тенью усопшего, эти колоссальные кипарисы, верхушки которых, чуть склонившиеся от слабого дыхания ветра, чернеют на фоне бледной зари, мерцающей над обителью мертвых. И музыка Рахманинова, однообразная смена гармонических ходов на меняющемся фоне выразительных гармоний, прекрасно вводит нас в это таинственное, манящее царство. Но затем фантазия уносит композитора дальше живописца, или, вернее сказать, в сторону от него. Вместе с занимающейся зарей Рахманинов хочет заглянуть по ту сторону бёклиновских стен, не в преддверие, а в самую обитель мертвых. И заглянув, видит тем самым не сумерки жизни бёклинского Элизиума, а чуть ли не дантовский ад и чистилище с терзаниями, отчаянием, скрежетом зубовным. Об этом говорят беспокойные хроматизмы средней части «Острова мертвых», ее страстные извивающиеся мелодии, ее тяжкие, доходящие до мощных трагических взрывов подъемы. Конец опять приближает к Бёклину и заканчивает эту сильную, но довольно далекую от своего заглавия пьесу. Так, на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан Сергей Васильевич Рахманинов, симфоническая поэма «Остров мертвых».
Вы знаете, часто в консерватории рассказывают, пока господа будут ставить рояль на Прометей, Скрябин и Рахманинов. У Скрябина, то есть у Рахманинова много бемольных тональностей, все такое понижающее, как бы углубляющее. Вот слово «покаяние» идеально подходит. Вы, наверное, могли это почувствовать в музыке. Все минорные, бемольные тональности в середине бемоль-мажор. А у Скрябина подчас те же идеи, иногда даже сочинения об одном и том же, но все диезное, все возвышающее, императив, творчество такое, то есть созидание, разрушение старого и созидание нового. Вот это уникальная совершенно черта, которая ясно слышна во всех их произведениях. Сейчас будет исполнена поэма «Огня Прометей», но прежде чем ее сыграть, я обещал вам сказать несколько слов, и это очень интересные факты о связи Скрябина и Чайковского. Вот что пишет один музыкальный исследователь. Ранние и средние фазы творчества Скрябина невольно заставляют вспомнить о Чайковском. По своим тяготениям к яркой эмоциональности, по субъективизму музыки, по строю своей творческой души Чайковский и ранний Скрябин близки друг к другу. Несомненно, что в Чайковском можно в известном смысле видеть предтечу Скрябина, ибо творчество и того, и другого композитора лежит в плоскости лирического пафоса, которое в значительной мере контрастно по отношению к большей части русского музыкального творчества националистической эпохи в истории русской музыки. Контрастно тем более, что и Чайковский, и Скрябин в связи с субъективизмом проявили в искусстве своем денационализационные тенденции, то есть они не тяготели к самому фольклору, к истории русской музыки. И Чайковский и Скрябин – европейцы, в особенности последний, так мало зависящий от новой русской национальной школы, что зависимость эта едва может быть прослежена и ясно сформулирована. Вот когда мы учились, нам очень часто говорили, существует такое абстрактное понятие, хотя я лично убежден, что оно вне национальности, но тем не менее оно есть – русская душа. Так вот, в чем разница, скажем, между Чайковским и Рахманиновым? И это очень можно ясно проследить, я сам это видел, когда ты общаешься с людьми на Западе. На Западе гораздо более популярен Чайковский, чем Рахманинов. Вот почему? Потому что Чайковский, нам объясняли, вот это абстрактное вненациональное понятие «русская душа» описывал европейским языком, европейскими средствами выразительности. Чайковский русскую душу описывал европейскими средствами. Поэтому на Западе его музыка более близка людям, более понятна, чем Рахманинов. Несмотря на то, что каждый музыкант, да и, наверное, не только музыкант, переживал в своей жизни тот этап, когда кажется, что кроме музыки Рахманинова нет в жизни ни неба, ни солнца, ничего. Настолько эта музыка захватывает, может быть, больше, чем любой другой композитор, и кажется, что мира больше не существует. Так вот, Чайковский описывал русскую душу европейскими средствами, а Рахманинов описывал русскую душу русскими средствами выразительности. Поэтому Рахманинов, как ни странно, западным людям менее понятен, чем Чайковский. Чайковский понятен всем. А связь именно Чайковского и Скрябина в том и заключается, что Скрябин, он тоже не тяготел к русскому фольклору, к могучей кучке, например. Он абсолютно европейские средства выразительности в своей музыке использовал. Поэма «Огня Прометей», которую мы сейчас исполним, была написана в 1910-11 годах. И еще более интересна связь между «Островом мертвых» и этой поэмой. То есть «Остров мертвых» в 9-м был завершен, а поэма «Огня» в этом году задумывалась. То есть Скрябин начинал так или иначе над ней работать. Он завершил ее уже в России. В 1910-м Скрябин сначала с туром приехал в Россию, а затем поселился полностью. Существует масса интересных свидетельств. Например, концертный тур по городам Поволжья с оркестром Кусевицкого Скрябин солировал. И вот летом на даче он работает над поэмой «Прометей». Это очень интересное сочинение, безусловно, со всех точек зрения. Во-первых, это последнее оркестровое произведение, которое Скрябин завершил. «Мистерию» он не написал предварительное действо. «Мистерию», как я говорил, если кто-то не был, сочинение, которое должно было перевести человечество на новую эволюционную фазу в истории вообще мира, в истории Вселенной. Может быть, эти слова кажутся утопическими сегодня, но я вот 3-й концерт подряд повторяю для тех, кто не был. Даже наука сегодня не может, тем не менее, отрицать трансформирующую силу искусства. И вот здесь Скрябин в последнем оркестровом сочинении, он говорил о нем, что Прометей – это уже дорога к
предварительному действию, дорога к мистерии. По сути дела, это сама мистерия. Прометей или поэма огня. Вообще Прометей, как известно, это античный герой, но вот что говорит Скрябин о названии Прометей. Прометей – это ведь активное начало, творческий принцип, это отвлеченный символ. Ведь и тот мифический Прометей – это только раскрытие символа, сделанное для первобытного состояния сознания. То есть для Скрябина Прометей – это просто символика. Символика сгорания старого и появления нового. Интересно это произведение тем, что в нем присутствует солирующий рояль. Иногда даже рояль ставят в центр оркестра, потому что здесь рояль, несмотря на то, что играет очень много, но все-таки он внутри прочих инструментов, но тем не менее мы сейчас сыграем так тоже иногда играют. Еще интересно это сочинение тем, что в нем Скрябин впервые прописывает строчку света, то есть здесь должен присутствовать свет, но до сих пор технические возможности залов не позволяют или очень редко позволяют сделать это так, как задумывал Скрябин, а при его жизни это было в принципе невозможно. Один раз 2 года готовились к этому, делали приборы, так и не смогли сделать. В итоге Скрябин сказал, что можно играть и без света. Безусловно, мне лично света здесь не хватает, то есть разные все цвета радуги. У Скрябина был, как известно, цветовой слух, то есть он все это видел в цветах. Но тем не менее, безусловно, музыка сама рождает образы. Вот свидетельство одного друга Александра Скрябина. И Александр Николаевич во время объяснений по поводу своего Прометея стал мне диктовать, начиная с первого аккорда Прометея, описывая света в их интенсивности и свете. Сначала описывал несколько абстрактно, а я писал в партитуре карандашом. Потом, видимо, его воображение стало разгораться, он стал выражаться более художественно, более образно, даже увлекательно. В его словах стали появляться уже не одни цвета, а целые образы. Молнии, лучи, туманы, облака, это все прописано в партитуре. Видно было, что целая световая переменная картина, настоящая симфония цветов и форм рисуется его взору. Потом, и это было довольно скоро, он уже взял у меня мой карандаш и стал сам писать, увлекшись этим делом и все более и более разгорячаясь. Вся огромная партитура была исписана его характерным почерком, рассказывающим описательно световую симфонию. Вот несмотря на то, что это световая симфония, безусловно, Скрябин, который сказал, что ее можно исполнять без партии света, и в звуках, насколько это было возможно, отразил все эти образные картины. То есть он говорил, что это путь к его мистерии, это его последнее оркестровое сочинение. Можно считать, что здесь идеи Скрябина воплотились максимально. Тут отсутствует привычная гармония, привычная тональность. Это все такое своего рода священное действие. Вот можно почувствовать, как в этих звуках подчас человеку, который первый раз приходит в концертный зал, кажутся, может быть, какофоническими, то есть нестройными, если не понимать, о чем речь. Но в них, конечно, вырастает нечто глобальное, нечто грандиозное. И вот то, что в начале 20 века и композиторы, и художники, и поэты, и литературные деятели, писатели улавливали вот эту смену какую-то эпох. То, что красной нитью во многих религиях проходит завершение одной эпохи, рождение новой. Вот здесь, в данном случае, вот этот символ из музыкальных сочинений, из всех существующих, мы можем максимально глубоко и емко постигнуть именно в этом произведении, в Прометее Скрябина. Итак, Александр Скрябин, поэма огня, Прометей. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, солист Николай Кузнецов.
Дорогие друзья, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Мы вас приглашаем 22 числа на закрытие нашего фестиваля. Концерт будет посвящен памяти основателя оркестра Тагира Тузяховича Камалова. Выступят наши солистки оркестра блестящие Светлана Воронина и Айгуль Муратова. А также будет исполнена уфимская премьера. Кстати, Прометей впервые в Уфе сейчас исполнялся. Третьей симфонии Скрябина. Тоже будет уфимская премьера и закрытие фестиваля. Мы всех ждем. Спасибо и до новых встреч!